Активисты Совета по правам человека и городского общества инвалидов встретились с главой Сосногорского района Сергеем Дегтяренко. Встреча прошла в формате круглого стола. Впрочем, началась она нетривиально. Обычно глава от себя и от имени администрации района выражает благодарность. А тут сам Сергей Дегтяренко получил благодарность за сотрудничество от Коми Республиканской организации инвалидов. После поздравлений перешли непосредственно к работе. Сергей Дегтяренко ознакомил участников встречи с краткой информацией о некоторых итогах уходящего года. Год выдался финансово очень-очень непростым, и это мягко сказано. Это я говорю не для оправдания, это действительно так. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, нам приходилось в буквальном смысле экономить не то, что каждый рубль, а каждую копейку бюджетных средств. Год еще не завершен, поэтому я скажу о том, что нам уже удалось сделать. Глава рассказал, что удалось сделать в сферах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, при той сумме денежных средств, которые составили бюджет текущего года. Отдельно остановился на безопасности граждан. Затрону тему безопасности, которая тоже всех очень волнует, особенно что касается безнадзорных животных. В 2021 году у нас на отлов и содержание животных без владельцев муниципалитету была предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми, размер которой составил 1 миллион 221 тысячу рублей. За первое полугодие 2021 года нами было заключено 4 контракта. Также за счет средств бюджета городского поселения, обращаю внимание, за счет наших собственных средств, нашего городского бюджета, дополнительно к той субсидии, что нам выделяла республика, были заключены контракты на отлов и содержание животных без владельцев на общую сумму 700 тысяч рублей. На сегодняшний день вопрос действительно стоит крайне остро. Мы ведем переговоры с активистами, которые готовы заняться организацией приютов. И подвижки в этом направлении уже есть. Подробно глава остановился на народных проектах. Их в этом году было реализовано 9. Среди них приобретение и установка детской площадки в Малой Пере, устройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для благоустройства Сосногорска, Пожни, Лая-Йоля, выполнение работ по замене водоразборной колонки в поселке Керки. В этом году мы продолжили укрепление материально-технической базы образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Практически во всех учреждениях у нас проведены текущие ремонты, а на некоторых и работы капитального характера. Например, в школе номер 1 и Доме культуры Нижнего Водоса отремонтирована кровля. В Ледовом дворце «Звездный» проведена разморозка ледовой арены и полная заливка нового льда. В рамках соцпартнерских соглашений было приобретено спортивное оборудование, инвентарь и лыжная амуниция для спортсменов. И в рамках федерального национального проекта для детской школы искусств были приобретены музыкальное оборудование, инструменты, учебные материалы на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Также на Нижнем Одессе на базе поселковой библиотеки была создана современная модельная библиотека на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Еще одна приятная новость. В этом году распахнул свои двери обновленный центр Коми и национальных культур в 6-м микрорайоне. Общее финансирование работ составило порядка 1,5 миллиона рублей. Завершив речь, Сергей Дегтяренко предложил задавать вопросы. Первой стала тема газификации в деревне Пожня. Населенный пункт деревня Пожня в программу у нас не включен как объект газификации, так как там одним из условий является отсутствие газоснабжения, а там у нас Пожня частично газифицирована. Но тем не менее в 2021 году мы провели анкетирование в Пожне, пытались выявить потенциальных потребителей, кто готов подключиться к сетям газораспределения без использования средств граждан до границ земельного участка. Обращаю внимание, до границ земельного участка. Ну и согласно информации «Газпром газораспределения», Сыктывкар, филиал, который находится в городе Ухте, проведение газа ориентировочно будет осуществляться в период с января по декабрь следующего года. Жители Керок, зная о встрече заранее, прислали вопрос по поводу установки моста через реку Аюва. Стоит отметить, что керкинцы не впервые поднимают эту тему на различных встречах. 2 улицы, железнодорожная и станционная, находятся за рекой. Всего там проживает около 25 человек. 27 января этого года в адрес Минстроя мы направили ходатайство о выделении субсидий из республиканского бюджета
для выполнения работ по инженерным изысканиям и работ по подготовке проектной и рабочей документации. Мы все знаем, что в этом году бюджет Республики Коми, так же как и бюджет района, остро дефицитный и приходится везде ужиматься. И 26 февраля от Минстроя мы получили отказ. Стоимость указанных работ по оценкам 2020 года составила 6 миллионов 752 тысячи. Это только, прошу обратить внимание, на изыскание и проектную документацию. Естественно, в нашем местном бюджете таких денег мы себе позволить не можем выделить. В настоящее время существующий подвесной пешеходный мост он находится в нормативном состоянии. Управлением ЖКХ регулярно производится очистка пешеходного моста в рамках заключаемых муниципальных контрактов. В весенний период, в паводковый период, как вы все знаете, мы проводим осмотры данного моста. При необходимости проводим ремонт настила, а в период половодья настил и вовсе разбирается и укладывается после окончания паводка, спада воды. Что касается, так уже комплексно будем говорить, транспортной доступности, именно жителей железнодорожной, вот улица Железнодорожная и Станционная в Керках, в период 2021-2022 года у нас будут выполнены работы по обустройству зимника от Пожни, станции Пожня до Керок. Работы будут проводиться с целью продления эксплуатации, то есть мы хотим этот зимник сделать зимником круглогодичного использования. Там предусмотрен очень большой объем работ, там и укладка водопропускных труб, и даже там есть переход через ручей, который мы будем обустраивать. Все сделаем для того, чтобы сообщение по этому зимнику было круглогодичным. Выполняться эти работы будут за счет средств республиканского бюджета. Там есть и часть и софинансирования с нашего бюджета, с местного. Общая стоимость этих работ составляет 39 миллионов 610 тысяч рублей. Вопросы задавались самые разные, от обслуживания многоквартирных домов до выделения средств на НКО. Спросили и о переселении из ветхого жилья. Будет ли работать такая программа и будет ли вестись жилищное строительство в Сосногорске. На территории реализуется муниципальная адресная программа по переселению из ветхого арендного жилья. Она рассчитана у нас до 2025 года. И реализуется в соответствии с республиканской адресной программой, которая у нас была утверждена еще в 2019 году. По поводу жилищного строительства. Могу сказать, что для реализации данной программы у нас на территории нашего района имеется достаточное количество жилых помещений на вторичном рынке недвижимости, которые удовлетворяют требованиям этой программы. Поэтому по пути жилищного строительства мы считаем идти нецелесообразно. Всего было задано около 10 вопросов. Диалог получился конструктивным. Это отметили все члены встречи. Подробно все вопросы и ответы на них вы сможете прочесть в ближайшем выпуске газеты «Заря Тимана». Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре Коми и национальных культур провели мероприятие для пятиклассников третьей школы, посвященное Николаю Гоголю. Представитель национально-культурной автономии украинцев Троянда рассказала ребятам о жизни писателя, его неразрывной связи с родной Украиной, знакомстве с другими великими современниками, о творчестве Николая Васильевича. Я узнала, что первый Гоголь, я забыла вообще, что он жил изначально в Украине, что он украинский, из рода семьи, и он познакомился, его представили Пушкину, и то, что до сих пор сохранилось его дом в Италии, в котором он жил. Подробно остановились на одной из самых известных работ писателя – повести «Тарас Бульба». Пятиклассники еще не проходили ее в школе, однако педагоги отмечают, что такое неформальное знакомство с литературными произведениями поможет ребятам лучше усвоить материал. И мы сотрудничаем с Коми, с Центром Коми и национальных культур. Дети здесь всесторонне развиваются, закрепляют школьный материал. И вообще им очень интересно, педагоги заинтересованы сотрудничеству такому. И, в общем-то, мы ждем, чтобы нас и далее приглашали в Центр Коми национальной культуры. Также перед школьниками выступили артисты народного хора украинской песни «Мрия». Они исполнили песню на родном языке. Ой, як моє серденько болить від
Пестракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский ансамбль казачьей песни «Северная станица» стал победителем 6-го открытого республиканского фестиваля конкурса казачьего творчества «По северу по Вольному». Также солист коллектива Егор Васякин был удостоен звания лауреата 1-й степени. Мероприятие прошло в октябре этого года в онлайн-формате. Ансамбль «Северная станица» выступала 2 раза в онлайн. И, естественно, этот опыт маловажен для ансамбля, потому что мы имеем хороший опыт, когда мы ездили у Кирова и выступали уже вживую. И, естественно, этот опыт очень громадный, потому что мы встречались с людьми ансамблями, мы видели, как они выступают, брали определенный опыт. И когда фестиваль чисто казачий, а у нас ансамбль чисто казачий, то набираешься того опыта, который нужен именно для ансамбля. Потому что сидеть на одном месте мы не развиваемся. Когда мы ездим, смотрим на другие ансамбли, естественно, происходит определенное развитие, опыт. В фестивале приняли участие коллективы и солисты из разных городов нашей страны. У Сосногорска были достойные соперники, но наши артисты были особо отмечены членами жюри за высокий уровень мастерства, профессиональный подход к делу, разнообразие форм творчества и колоритный казачий костюм. Стоит отметить, что ансамбль «Северная станица» образовался весной 2017 года. В состав коллектива вошли солисты народного хора украинской песни «Мрия» и другие талантливые и перспективные творческие люди. Пришла по приглашению Татьяны Степановны Шевченко. Петь люблю с детства, несмотря на то, что хореограф по профессии. Ну, вот такое хобби у меня еще. Сейчас очень активно в этом развиваюсь. Очень рада, что состою в ансамбле. Мне нравится атмосфера, мне нравятся эти люди. Мне нравится это то, что мы творим вместе. Мне нравится, что можно развиваться. Развиваться творчески, наполняться. Потому что искусство, оно всегда наполняет нас изнутри. Делает нас благороднее, красивее. Я всю жизнь занимался художественной самодеятельностью, когда-то в молодости плясал, а потом пел в украинском хоре «Мрия». И когда создался ансамбль казачьей песни «Северная станица», меня пригласили, и теперь я с удовольствием, пою и в ансамбле, и в хоре украинской песни. Мне это очень нравится, я занимаюсь любимым своим делом творчества. В репертуаре ансамбля песни донских и кубанских казаков всех жанров, строевые и плясовые, а также популярные русские народные песни, которые распевает вся Россия. А сейчас уже стабильно у нас существует ансамбль, люди ходят стабильно. Я хочу сказать, что я очень люблю этот коллектив. Они все в коллективе настолько веселые, доброжелательные. Они поддерживают меня в любом начинании. И я даже если какая-то идея возникнет, я прихожу и всем, не я одна решаю, вопрос репертуара и всего прочего. Мы решаем все вместе. За годы своего существования ансамбль неоднократно защищал честь Сосногорска на фестивалях и конкурсах различных уровней. В копилке «Северной станицы» уже несколько значимых побед. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.